Для студентов и профессорско-преподавательского состава Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына лекцию прочитал профессор, доктор экономических наук и глава Кабмина Акылбек Джапаров. Лекция была посвящена экономическим показателям Кыргызстана. Глава Кабмина Акылбек Джапаров детально объяснил, как решаются социальные проблемы в стране и какие еще предстоят решить. 80 миллионов сомов. Именно столько планирует зарабатывать государство в час. До конца этого года в госказну нужно будет собрать более 600 миллиардов сомов. Из них 232 миллиарда сомов будут составлять налоговые поступления. В целом у исполнительной власти большие планы на предстоящий период. До 2026 года мы планируем довести бюджет до 1 триллиона сомов. В этом году, по оптимистичным прогнозам, мы должны собрать 670 миллиардов сомов. Для этого в месяц в бюджет должно поступать 58 миллиардов сомов в месяц. Это 1 миллиард 900 миллионов сомов в день, или же 80 миллионов сомов в час. Наш главный ресурс – это время. Благодаря увеличению госказны, соответственно, будут созданы условия для повышения благосостояния населения. Работа в этом направлении ведется активно последние годы. Повышаются заработные платы, соцпособия и пенсии. По данным Акылбека Джапарова, заметно были увеличены поступления в зарплатный и пенсионные фонды. На сегодня зарплатный фонд составляет 120 миллиардов сомов. Раньше на госслужбе работали в основном знакомые, пенсионеры или приближенные чиновники. Сейчас же искореняется такое понятие. Ведется конкурс и аттестация, благодаря чему на госслужбу принимаются молодые кадры. Наряду с этим берем и в резерв кадров. Глава Кабмина также рассказал, какие меры принимает государство для обеспечения населения жильем. По его словам, для строительства ипотечных домов из госказны выделяются большие деньги. В прошлом году было направлено 12,5 миллиардов сомов. Также привлекаются крупные зарубежные доноры. Раньше уставный капитал госипотечной компании составлял всего 3 миллиарда сомов. В прошлом году мы довели его до 15,5 миллиардов. В этом году также планируем выделить еще средства. Мы провели опрос среди трудовых мигрантов. Выяснилось, что практически все находятся на заработках из-за отсутствия собственного жилья. В этом направлении для строительства достаточного количества ипотечных квартир мы получаем от Саудовской Аравии 100 миллионов сомов, 79 миллиардов сомов от Исламского банка и от других институтов тоже. Акылбек Джапаров рассказал, что с этого года сфера науки и образования получит нужную государственную поддержку. Для этого Кабинет министров планирует выделить порядка 10 миллиардов сомов. Вместе с тем, для самостоятельного развития некоторым вузам страны была предоставлена академическая свобода. Это когда университету даются определенные права получать знания, проводить исследования или преподавать, не подчиняясь определенным стандартам. Все это для того, чтобы вузы свободно развивались. Они могут проводить научные исследования, писать научные работы и реализовывать проекты. Сейчас мы дошли до фазы индустрия 4.0. Чтобы развивать промышленную индустрию, мы дали соответствующий статус 5 вузам. Готовится присоединиться Кыргызско-славянский университет. Кыргызско-турецкий университет тоже просит предоставить им такую возможность. В рамках гостевой лекции профессорско-преподавательскому составу и студентам была представлена презентация об экономических показателях страны. Были конкретно выделены и детально расписаны доходы государства и налоговые поступления в каждом году и при каждом руководстве страны. Слушатели лекции задавали вопросы и получали на них ответы. Одна из педагогов обратилась к Акылбеку Джапарову с просьбой оказать помощь ее фонду по поддержке студентов-сирот. Она попросила выделить из госказны деньги для стипендии таким студентам. Глава Кабмина рассказал о планах руководства в этом направлении. На сегодня в стране проживает 2000 круглых сирот, не достигших 18 лет. Сейчас мы открываем для каждого из них государственный счет в Аилбанке. При исполнении 18 лет им будет выдано по 500 тысяч сомов. В этом году такое пособие уже получат несколько подростков. Они смогут направить эти деньги на ипотечное жилье или обучение. В гостевой лекции Акылбека Джапарова были впечатлены и студенты, и преподаватели. Сегодня они подробно узнали о проводимой работе властей и текущей экономической ситуации Кыргызстана. Думаю, это была достаточно познавательная лекция, и мы узнали много нового о вызовах, с которыми столкнулся Кыргызстан, о реформах. Думаю, реформа
налоговой сферы достаточно хорошо влияют и на развитие экономики, и хорошим показателем является налоговое отчисление, нам показывали статистические данные. Узнали очень много информации. Например, о том, как экономика нашей страны поднимается за последние 2 года. Наша молодежь должна развиваться, потому что техника сейчас, как Ахлбек Хусейнбекович говорил, эра техники, информации, и мы должны развиваться вместе с миром. Это интеллектуалдык жогорку деңгээлде. Видно, что человек знает свою работу. Сложную макроэкономику рассказал нам на простом языке и в то же время на языке интеллигенции. Я как педагог остался доволен лекцией. Глава Кабмина приводил конкретные данные, хронологию и факты. Кроме того, в онлайн-формате в гостевой лекции приняли участие студенты Ошского государственного университета и Ошского технического университета. Отметим, что глава Кабмина Акылбек Жапаров имеет степень ученого. Он заслуженный экономист Кыргызской республики, доктор экономических наук, профессор и государственный советник госслужбы 2 класса. Ахмер Нурдинова, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.